В 2018 году уроженцы Башкортостана, выпускники Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, решили создать мемориал десантникам в Уфе. Разработали макет и в 2020 году представили его главе региона Радию Хабирову. 2 августа 2021 года мемориал открыли. Глава Башкортостана Радий Хабиров в тот день приехать не смог, но слово десантникам дал. И в середине августа этот визит состоялся. Каптура команда. Десантники в сборе. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. Что, посмотрим память. Здравствуйте. А то я говорю, у меня не получилось тогда приехать. Народу много собралось, да? Так? Очень. Целый день. Целый день. С утра до грандиозное открытие было. И самая важная задача была, что больше было детей, чем взрослых. Подойдем, посмотрим. Да. Радий Фаридович, сам мемориал, комплекс, как вы уже в народе уже прозвание, на имя уже идет, мост памяти. Полностью вот это в комплексе. Это БМД-3. Здравствуйте, ребят. Непосредственно фигуры, знамя и мальчик, который олицетворяет наше молодое поколение. То есть это не памятник, это мемориал, такой комплекс, арт-объект. Это начало, а потом Афган и современный. Да, сейчас подойдем, я вам прям досконально расскажу. Все монументально. Артем Михайлович, подойдите, пожалуйста. Вот человек в школе на бабушке. Заслуженного художника на открытии. На Бабушкина 8, школа номер 2 художественная. У меня там дочка ходила, и я общался с ним, познакомился, и говорю, нужно вот это. И он понял, он проникся, он 2,5 года жил в полуподвальном помещении в школе и делал вот этой скульптуры. Не вылазил оттуда. И вот это его руки, там, отпечатки пальцев, это его все там. Ну, очень хорошо получилось. Это прям вот создается, вот, ну, как и одежда, как она была, да, получается? Да. Чтобы Привозили, детали какие-то. Когда делали скульптуру Великой Отечественной, полностью комбинезон, музеи созванивались в Москву, искали музей, кто как одевался. Там значок парашютиста, именно старого образца. Вот он. Значок парашютиста вот там есть. Да. Далее шлем, очки, все именно того времени. Образ воина, первого парашютиста, кто совершил прыжок, первый совершил, и плюс образ здесь воина, кто победил в Великой Отечественной войне, образ парашютиста, вот, который Они вообще с крыла прыгали же раньше, вот я смотрел хронику, с крыла прямо выходили, с крыла прыгали и шли, да. Современный десантник, вот эта вся экипировка, ратник, надколенники, ботинки, все от перчаток и автомат уже понятно, это учебный мы брали, это привезли с боевой части. С боевой части нам помогли. Ребята мои сослуживцы, они прям привезли, мы взяли на человека, одели и полностью по нему аккуратненько с каждую складку, вот это все Артем Михайлович что делал. Афганец, это современный образ, он олицетворяет именно воина, ветерана воздушно-десантных войск, и не только ветераны спецназа, ГРУ, морской пехоты, именно 20 века локальных. Да, 20-21 век уже. 20-21 век эпохи. И плюс живого образа вежливые люди, живой образ, который непосредственно сейчас выполняет задачи по сей день. Ну, здесь идея же еще какая, значит, двое, афганец и Великая Отечественная война уже свою задачу выполнили, вот они стоят уже, остановились, а он еще как бы идет вперед, ну и соответственно, что он еще сегодня действующий, ну и соответственно мальчик. Упустил маленький очень важный момент, победители в образе вот этой фигуры, они подпирают рукой, смотрите, рука, рукой и дает молодому напутствие. Вот это обязательно мы, движение, Артем Михайлович, его прям предложение, говорит, должен прям поддерживать его, двигать. Они говорят, мы выполнили свою задачу, ребята. Да, а теперь вы, за вами. Здорово. То есть сама идея. Вот это вот, оно полое, да, вот это вот. Вот это знамя, оно стоит на каркасе, сертифицировано, очень грандиозное сооружение, и на нем, на диэлектриках, обшитые медные листы, 120 квадратных метров медного листа, высота отсюда до 11 ровно метров. А подсветка здесь есть, да?
Подсветка Вечерний. будет. А, Подсветка еще не будет, сделали. просто не успели. Обязательно Сзади надо подсветка будет на знамя бить. на знамя бить И и, здесь и снизу прожектора. их. Ну, и снизу, может быть, как-то сделать. И эмблема воздушно-десантных войск, она, прям по секрету вам говорю, она начищена так, гарантия у нее на 5 лет, она будет также в таком же первозданном виде. 3 слоя керамики, как машина покрывает. А потом залетчиков отправлять будем. Да. Она развивающая такую знамя. Да. Ну, знамя появилось вот благодаря Сергею Николаевичу. Спасибо вам. Спасибо большое. Знамя, каркас. Когда помните, я вам приезжал, спасибо вам большое. Дисциплинировал. Помогли в этом. Хорошая память. Ни одного момента, чтобы за 2 августа, чтобы без пика прошло, все спокойно, ровно, все. такие Здесь можно приводить и присягу для кадетов, и такие все вещи делать. И хороший, вот и мне нравится этот благоустройство красивое сделано, да. И это получается Это вот, благодаря городу. да, и получается вот для колясочника он может заехать. Да, очень правильно сделано. Вот БМД всегда меня понимает. Вот эта пушка, она скорострельная. 2,42, скорострельный, одиночный, автоматический. А, то есть она может 2,42, вообще, да. 30-миллиметровый. Значит, благодаря МПО Сергея Петровича Калининского района, там АГС-17. На вооружении АГС прям, да, да. прям супер, прям по чертежам, по калибрам все сделали, да, АГС ставили. Все ПКМ. Болванку оставили при демилитаризации. Демилитаризация вот же нам всё сделали, же В общем, если что, съехали, поехали, да? Да. Да. Он плавающий, да? Да, конечно, у него водометы есть. Плюс это десантируемая техника, она десантируется. А для экипажа снизу есть выход? Или Нет, только нет. сзади, да, получается? Сзади и И сверху. сзади для десанта, а Для механик, гранатометчик, Только механик, отсюда. старшая машина, гранатометчик и наводчик-оператор. И сзади десант еще садится. Там А сколько? 6? человек 4. Человек 2-2. Ну, Да, тесновато. вот человек 4 были. Больше всего приходится бегать помощнику, стрелку, гранатометчику. Ну, стреляет она прям мощно. Ну, когда идет электриса и стреляет, когда там он прыгает по кочкам, интересно, конечно. А идет мягко, наверное, да? Она на клиренсе, когда она десантируется, ее подготовят парашюты, Да, для да, нее да. система целая. Она становится на минимальный клиренс, и по рельсам специальным, которые на лыжах она становится в самолете, выходит по ним. И когда она десантируется уже, все отцепляется, и она по гидравлике поднимается и пошла. Дышите по десантам, по нашему, вот так вот все. Вот так вот все. По десантам. Ребята, вот так руки делаем. Руки все сжали, кулак. Внимание! Смотрим в камеру! Ради Фаридович хотел остановиться, почему в народе пошло мост памяти. Это тут не только мемориал, посвященный там десанту. Мы здесь хотели, самая концепция, передать молодому поколению. И как это все буквально за 2 недели у нас идея создалась, мы это сделали, и вот плитой мы закрыли капсулу, и там в капсуле был размещен данный текст. Весь этот. Потомкам. Ага. Текст потомкам, который они прочитают, вскроют в 2055 году. В капсулу также, в капсулах положили подарки, тельняшка, атрибуты воздушно-десантных войск, атрибуты памятника нашего, История это создания, вымпела всё это. и так далее. История создания, все фамилии там, и все это прям на века мы... И все это закрыли ключом, Владимир Фаридович, ключом закрыли. Ну да, чтобы... Ну, понятно, условным как бы образ это был, но вот этот ключ здесь на открытии был передан в музей Музей. Воевой Славы, да, Республики Башкирии. Он будет храниться до этого времени там.
Там мы в будущем планируем сделать уголок такой десантный, посвященный Хорошее десанту. завершение. Мы уже любим вас, потомки. Правильно. Это опять благодаря Сергею Петровичу Кожевникову, ПО сделали из нержавейки, грандиозная такой там, она, время не убьет ее, капсулу. Вообще. Свадьба. Идем. Давайте. Я уже вчера одну свадьбу благословил. Живите хорошо. Спасибо. Дайте, ребят. На раз, два, три. С ребятами, конечно. Бегом. Ратфич, как памятник вам? Очень хорошо. Я же его теоретически... раз уже были здесь. Нет, я не был здесь. Были когда, вот здесь вот место еще. Когда начиналось Да, только, когда да. Я начиналось. теоретически его представлял сегодня, как раз хотел посмотреть, как получилось. И вот такая сегодня немножко оказия вышла. И, Ну, памятник со смыслом, и не просто так, видите. да, он, во-первых, очень эстетически красивый, со смыслом. Ну, вот в моем понимании, это один из таких лучших. Я в разных городах был, смотрел, потому что все-таки даже сейчас в наших районах тоже обязательно есть памятники десантникам. Пограничники свои небольшие мемориалы ставят моряки. Но всегда как вот большое внимание этому уделялось. Но это вот лучшее, то, что я видел. Ну и Большое это, уважение к тому, даже прошлому. и люди крепкие здесь, понимаете? Это уважение их службе. У них-то служба немножко отличается, вернее, сильно отличается. Как правило, это боевая служба у многих. Они мало говорят и много делают. Ну, а мы помогаем чем? Вот сейчас пойдем вот поговорим с ребятами, что как периодически такие встречи нужны, чтобы я понимал, как настроение у них. Вот. Спасибо.